Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 30 декабря состоится 4-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. Об этом сообщает на отделе информации аппарата председателя города Душанбе. 4-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва состоится 30 декабря в 9 часов на основании постановления председателя города Душанбе. В Таджикском национальном университете прошла партийная конференция на тему послания президента Республики Таджикистан «Гранта счастья народа, устойчивого развития и прогресса страны». В мероприятии приняли участие ученые, исследователи и представители структур Народно-демократической партии Таджикистана. В начале конференции было отмечено, что послание президента Республики Таджикистан в Маджлисе Оли как важный стратегический документ определяет ключевые направления внутренней и внешней политики страны и формирует прочную основу для обеспечения достойной жизни населения, укрепления государственности, а также устойчивого экономического и социального развития. Участники подчеркнули, что послание служит ориентиром для всех государственных структур, институтов гражданского общества и интеллигенции. В нем особое внимание уделено развитию науки и образования, здравоохранения, поддержке молодежи, обеспечению национальной безопасности и повышению уровня жизни граждан. В ходе обсуждения участники конференции выразили свое мнение о содержании послания, отметив его как всеобъемлющий документ, который глубоко анализирует текущее состояние и перспективы устойчивого развития страны по всем ключевым направлениям. Выступающие на партийной конференции также подчеркнули, что послание президента Республики Таджикистан в Маджлисе Оли охватывает вопросы эффективного использования имеющихся возможностей реагирования на изменения климата, развития водного и энергетического секторов, создания производственных предприятий, новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и экспортного потенциала, ускорения цифровизации отраслей, качества социальных услуг, индустриализации страны, а также сохранения истории, культуры предков и охраны историко-культурного наследия. В Таджикистане ежегодно с особым вниманием следят за посланием президента, в котором определяются ключевые направления внутренней и внешней политики страны. Это не только анализ прошедшего года и подведение итогов работы всех сфер, но и конкретные задачи для ответственных лиц, шаги к новым достижениям. Подробнее в комментариях наших коллег. В Центральной городской библиотеке имени Абулкосима Лахути прошло мероприятие с участием руководства библиотеки, представителей интеллигенции и студентов. Тема встречи – разъяснение ключевых положений послания президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона. Послание президента – это стратегическая программа развития страны, определяющая приоритеты внутренней и внешней политики и служащая ориентиром для устойчивого прогресса Таджикистана. В центре внимания участников встречи вопросы развития культуры чтения, повышение статуса библиотек, поддержка образования и науки, а также укрепление национального единства. Выступающие подчеркнули, что выполнение поручений, изложенных в послании, ответственность каждого гражданина, а вклад в развитие Родины и укрепление государственности – священный долг. В завершении мероприятия организаторы отметили, подобные встречи помогают повышать уровень политической и социальной грамотности, особенно среди молодежи, и способствуют реализации стратегических целей государства. Центральная городская библиотека имени Абулкосима Лахути продолжает оставаться значимым центром науки и просвещения, где привлечение молодежи к книге и знаниям остается одним из приоритетов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своего послания Маджлисе Оли поручил правительству и исполнительному органу государственной власти города Душанбе принять меры по образованию в столице страны, городе Душанбе, Конуна, то есть центра арийской цивилизации. Глава государства напомнил о великой гуманной ценности мудрых предков. Добрые помыслы, добрая речь и добрые поступки. Отметил, что Навруз, который получил международный статус, Мехргон, Сада и Тиргон, которые олицетворяют гуманистические идеи, прославляющие природу, традиции, государственности наших предков, арийцев, сыгравших значительную роль в истории человечества, составляют основу сущности и духа таджиков.
В целях расширения цифровых технологий в сфере туризма, обеспечения доступа граждан и иностранных гостей к историко-культурной информации, а также в рамках реализации целей Года развития цифровой экономики и инноваций на 2025-2030 годы, исполнительный орган государственной власти города Душанбе разработал инновационный проект QR-путеводитель, реализация которого станет важным шагом в развитии туристической отрасли страны. Нашими коллегами подготовлен репортаж, посвященный данному проекту. Постоянные созидательные инициативы благоустройства и развития столицы страны способствовали тому, что облик города Душанбе из года в год заметно меняется. В этом контексте развитие инфраструктуры туристической отрасли также становится прочной основой для привлечения большого числа туристов в сердце Таджикистана, город Душанбе. Проект QR-путеводитель является одной из важных инициатив на пути превращения Душанбе в один из региональных центров цифрового туризма. Данный шаг позволяет сделать богатую историю и культуру таджикского народа более доступными и привлекательными для внутренних и зарубежных туристов с использованием современных технологий. Проект разработан в сотрудничестве с гражданским обществом и предоставляет жителям, а также внутренним и иностранным туристам возможность посредством сканирования QR-кодов получать подробную текстовую и аудиоинформацию о 45 исторических, культурных и туристических объектах столицы на таджикском, русском и английском языках на официальном туристическом портале города Душанбе Душанбе Travel. Знаки QR-путеводитель изготовлены из мраморного камня и будут установлены у каждого объекта. Подробная информация о каждом месте размещается на официальном туристическом портале города Душанбе Душанбе Travel и подготавливается специалистами-экспертами. Данный проект является новшеством, направленным на облегчение передвижения туристов по городу и более глубокое понимание ими культурного наследия таджикского народа. Согласно плану, полное завершение проекта и установка всех знаков QR-путеводитель запланированы до конца января 2026 года. Следует отметить, что подобные инициативы реализуются в столице не впервые. Несколько месяцев назад отдел развития туризма города Душанбе в рамках одного из проектов разместил в интернет-ресурсах 1500 ярких и привлекательных фотографий исторических, культурных и туристических объектов столицы, отражающих все 4 времени года. Современный туризм тесно связан с инновационными технологиями, которые делают путешествия более удобными, интересными и доступными. Ежегодно в Душанбе проводятся общественно полезные мероприятия в формате сельскохозяйственных и агропромышленных ярмарок. В соответствии с планами Душанбенского государственного агентства по развитию сельского хозяйства и агропромышленности с 21 по 31 декабря 2025 года ярмарки пройдут во всех 4 районах столицы. В районе Исмоили-Сомони ярмарка состоится возле рынка Мехргон, в районе Шохмансур, в правой части парка Куруши-Кабир, в районе Сино на парковке возле районного государственного агентства по развитию сельского хозяйства и агропромышленности, а также в районе Фердовси возле рынка Саховат. В мероприятиях примут участие фермеры из городов и районов Сагдийской и Хатлонской областей, центрального региона страны, а также представители государственного унитарного предприятия о производстве, закупке, хранении и продаже товаров первой необходимости в Душанбе, Государственного агентства материальных ресурсов при правительстве Республики Таджикистан и Таджикского союза потребителей. Посетителям будут предложены качественные товары первой необходимости по ценам ниже рыночных. Жители и гости столицы смогут посетить ярмарки и приобрести необходимые товары в удобное для себя время. Уважаемые зрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.